В московском храме пророка Даниила, где служил убиенный иерей Даниил Сысоев, совершили очередной молебен о заблудших. Его традиционно проводит татарская православная община столицы. Такие молебны – это инициатива отца Даниила, который, как известно, сам был наполовину татарином и активно проповедовал среди традиционно нехристианских народов. В том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, еще раз убедился Сергей Кириллов. Известно, что все предки татар до IX века были либо язычники, либо христиане. Мусульманские группы появились позже. Однако историки фиксируют одну любопытную традицию. Многие татары, рождаясь в исламской среде, принимали и продолжают принимать православие. Так происходит уже более 1000 лет. В московской татарской общине около 20 активистов, и молебны о заблудших они служат с 2003 года. После убийства отца Даниила, которых окормлял, молебны прекратились. Верующим нужно было время, чтобы собраться силами и продолжить молитвы за ближних. Молебен, он призван, во-первых, к тому, чтобы родственники, принявшие православную веру, могли помолиться о тех своих близких, которые находятся вне Христа, которые ничего, может быть, о нем еще и не знают, или те, которые раздумывают. А также приходят сюда люди, которые готовы молиться о тех, кто ушел в секты, в иноверие. Эти люди тоже сюда приходят, потому что молебен, он построен так, что человек слышит параллельно и татарский язык, и привычный ему церковнославянский. Никто не чувствует себя здесь ущемленным. Наличие больших общин православных татар, сохранивших христианство во время большевистских атеистических гонений, свидетельствует о том, что православные татары приняли Евангелие не под нажимом царского правительства. В противном случае, начиная с 1905 года, когда был издан указ о веротерпимости, многие из татар вернулись бы к языческому или к исламскому образу жизни. Но они твердо уверовали во Христа, на опыте познав, что Он есть истинный Бог. Вы знаете, когда у меня, допустим, моя Катиная узнала, что я православный, то есть и когда я, допустим, она увидела, что я читаю молитвослов, что я читаю Евангелие, вот, у нее была одна рука, она подошла ко мне, пожала мою руку, вот, и сказала, что я молодец, ну, на татарском языке, скажем так, вот, то есть, хотя она была мусульманка. По свидетельству самих членов общины были случаи, когда человек, за которого они все вместе молились, через некоторое время принимал крещение. Кстати, молебен проходит перед иконой «Собор святых из ислама в веру православную обратившихся», которая была написана по инициативе отца Даниила Сысоева. Сам он продолжил давнюю миссионерскую деятельность в Русской Православной Церкви среди татар. В результате этой более чем тысячелетней деятельности даже образовалась новая этноконфессиональная группа – крещены, состоящий из православных татар. Культурное и духовное возрождение этого народа, забытого при советской власти, происходит в наши дни.